Почему не на крымско-татарском языке? Зачем крымско-татарский язык? Успех должен говорить на крымско-татарском языке. Народ наш не живет в изоляции. Сегодня мы все еще нация? Или мы просто общество? Мы постоянно переживаем одни и те же исторические сценарии. И Миллет Ичун сейчас поддерживается, мне кажется, больше искусственно. Где бы вы ни были, вы хотите вернуться в Крым. Салям алейкум. Это проект «Меркез». Разговор о крымско-татарских смыслах всегда будет незавершенным, поскольку у нас осталось очень много непроговоренных вопросов. У нас недавно в выпуске мы обсуждали с Эльмирой Ханум Муратовой вопросы содержания нашего представления о прошлом, настоящем, будущем. Так вот, если с прошлым наши представления более-менее ясны и понятны, то вот в определениях настоящего мы очень часто расходимся. О будущем говорить и не стоит, потому что оно очень и очень размыто. Что ж, мы продолжаем этот разговор о крымско-татарских смыслах. И мой первый вопрос будет вам, Мухаммед-бей. Что сейчас остается главным вопросом крымско-татарского бытия? Ассаляму алейкум. На самом деле вопросов очень много, но главный вопрос, конечно же, как писал классик, быть или не быть. И... Это крымско-татарский вопрос? Да, это вопрос крымско-татарского бытия. И если быть, то в какой форме? К сожалению, мы уже много лет фигурируем во всех отчетах ЮНЕСКО, ООН в графе «исчезающее что-то». И нам очень не повезло, на мой взгляд, оказаться в такую эпоху глобализации без государственности своей. Потому что если сравнивать маленькие народы на постсоветском пространстве, то разница между теми народами, которые обрели свою государственность, или государство, как Грузия и Армения, например, и условными башкирами, чувашами и крымскими татарами колоссальная. Поэтому главный вопрос – быть или не быть. Статика, как и в социальных, политических процессах, это регресс. То есть или прогресс, или регресс. А мы статичны и мало прогресса, соответственно. Я буду оппонировать вам, вспоминая 50-е, 60-е и 70-е годы, когда нас не существовало даже в списке национальностей Советского Союза, но, тем не менее, это не мешало нам, пусть с какими-то остановками, пусть не динамично, но, тем не менее, мы как-то развивались. И к моменту 90-х годов мы уже были готовы сделать большой-большой шаг, в том числе навстречу к своей земле и к тем всем приобретениям, которые сделали нас во времени. Да, мне кажется, самая большая разница между тем периодом и данным временем – это отсутствие смыслов и наличие смыслов. Тогда был смысл, сейчас смыслов становится меньше, но становится все больше форм. То есть без смысла любая форма не имеет значения. Что мы потеряли в наших мыслеформах? Мы еще не нашли тот идеальный смысл, который бы заставил нас жить, заставил бы нас двигаться вперед. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мы поменяли системы, мы поменяли плоскости, мы поменяли систему оценивания, систему успешности, систему выживания. Что значит быть и что значит уже не быть? То есть вот эти вот моменты, как говорят, экзистенциальные, то есть это физическое существование, это интеллектуальное существование, это культурное существование, это географическое существование. То есть если мы говорим о 60-х, то речь была очень четко сказана: «Карамдая шамага, кайтмага». Вот это была самая большая цель, которая была объединяющей, которая консолидировала народ, которая позволяла сохраниться, которая позволяла сохранить народ. То есть язык, культуру и так далее, да, даже в условиях какого-то, скажем так, антирелигиозности, утраты институциональных вещей. Но тогда была цель, которая объединяла. Сейчас этой цели нет, то есть у нас не осталось вот этой системы координат, относительно чего мы меряем, относительно чего мы, какие плоскости, какие мы координаты меряем. То есть относительно, какие у нас правила игры, то есть как мы оценим, где параметры этой оценки. Мне кажется, вот это, то есть мы не сформулировали еще параметры оценивания своего состояния. Плюс ко всему, это еще и системные изменения, на острие которых всегда находится наш народ. То есть любые изменения систем,
оказывается, что напрямую судьба нашего народа связана с вот с этими изменениями систем, изменения системных принадлежностей, политических изменений, да, и мы всегда оказываемся вот на этой вот исторической пластинке, исторического дежавю. Мы опять возвращаемся к этим же вопросам. Мы опять возвращаемся к вопросу, а что делать? Мы опять возвращаемся к вопросу, как быть? А что значит быть? Вот, то есть мы постоянно переживаем одни и те же исторические сценарии. Мне кажется, вот в этом вот сложность. И мне уже, когда мы делали фильм «Женщины, сохранившие Крым», документальный фильм «Харадинис Продакшн», мои героини, с которыми мы создавали, можно сказать, этот фильм, очень часто говорили, что главными чертами крымских татар, в целом не только женщины, остаются и продолжают быть доброта, честность, человеколюбие, этническая целостность, смелость и так далее. Эти характеристики нас сегодняшних настолько же актуальны, мы что-то потеряли или что-то приобрели за это время? Ну, знаете, несомненно, эти черты, которые вы назвали, эти качества, они свойственны нашему народу, да и не только нашему народу. Мы их можем увидеть и в других народах. И если говорить, например, о доброте или смелости, то это может быть и такой вот показатель. У нас есть и добрые, и недобрые, и смелые, и несмелые. Я бы хотела расставить другие акценты, я бы хотела другие смыслообразующие качества нашего народа. Но важным, мне кажется, смыслообразующим качеством, которое было свойственно, которое характеризовало наш народ как в период ссылки, проживания, как в период возвращения, да и сейчас, это выживание. Выживание. Особенно это качество актуально, наверное, вот в период ссылки, в период возвращения. То есть это вот одно из качеств, которые, мне кажется, вот всем трем поколениям. Я здесь говорю о поколении, скажем, которые сама смогла наблюдать. Тех, которые выслали, те, то есть мы, например, которые выросли там, и те уже, которые вернулись. Возможно, да, вот это выживание для первого периода и второго периода, которых я указала, более актуальны, сейчас менее актуальны. Мы вернулись на родину, и уже у наших молодых вот этого чувства возвращения на родину, оно несколько размыто, потому что они уже здесь. Второе, на что бы я бы хотела сделать акцент, это толерантность нашего народа. Понимаете, мы, где бы мы ни были, среди разных народов нам пришлось жить, соседствовать, контактировать, вот, мы смогли найти с ними общий язык. Мы учили их язык. Мы уважительно относились к культуре, мы интересовались их культурой. И вот просто я вспоминаю вот такой вот пример, да, когда моя Битам рассказывала, что когда мы приехали, нас встретили, ну и об этом уже многие говорили, как врагов, как людей, как преступников, к которым надо было соответственно относиться. А давайте вспомним, как нас провожали. Ведь провожали оттуда, целая махалля приезжала в аэропорт провожать, целые учреждения приезжали нас провожать. Почему? Потому что за эти годы они поняли, что это народ культурный, народ толерантный, народ добрый, народ человеколюбивый, поэтому и изменилось отношение. Даже я знаю, что в Узбекистане, где мы жили, боялись, уезжают крымские татары, а кто нас будет учить, кто нас будет лечить и так далее. Поэтому вот, мне кажется, вот эта толерантность, иногда она нам и мешает. Чересчур мы толерантны. Арамызда бір башка миллет инсаны олса, бір кереден тілімізді бозып кечеміз. Вот. Но, тем не менее, это наша вот тоже смыслообразующая такая черта характера. Следующее, мне кажется, я бы назвала бы вот это стремление сохранить свою родину, где бы ты ни был. Ну, то, что во время, в период ссылки, это все уже знают, да, это стихи Буджуровой. Скажите, пожалуйста, в какой, вот, например, ну, может быть, не помнит Мухаммед Бей, но мы-то помним, в какой крымско-татарской семье не выписывали Ленин Байрак газетасын.
Практически везде. Практически везде. То есть народ пытался сохранить вот этот кусочек Крыма там, где он живет. И вот эти качества, отвечая на ваш вопрос, насколько сейчас, да? Мне кажется, вот 3 из первых, да, я еще забыла про трудолюбие, что мы очень, особенно если это касается женщин, чистоплотность наших женщин в быту, трудолюбие нашего народа, да, то, наверное, в основном эти качества сохранились размытыми. Единственное сейчас, на мой взгляд, это то, что мы теперь не настолько вот чувствуем вот это единение со своим... Не боремся за единение, что ли. За вот единство? За единство. Вот, спасибо, что подсказали. За единство. Почему-то здесь разные, наверное, факторы играют роль. Во-первых, мы успокоились, мы здесь, нам нечего бояться, мы на своей родной земле. Надо было возвращаться, но мы уже вернулись. Во-вторых, очень хорошо, мне кажется, может, я сейчас скажу вещи, которые не всем понравятся, очень с нами хорошо поработали разные миссионеры. И религиозные, и нерелигиозные, и слишком политические. Много причин разделиться. И вот слишком много стало причин разделиться. И это мучает, я знаю, многих. И вокруг безусловно. меня, и в том числе меня тоже. Да, это меняет определение целостности, да, и того самого бытия, о котором мы начали говорить в начале. Вы знаете... Да. Мне еще вот интересно, да, мы очень много говорили про качество крымско-татарского народа выживать, да, и вот очень интересно услышать ваше мнение, да, по поводу того, насколько это здраво, когда народ на протяжении стольких лет ставит за цель выживание, да, то есть я очень много беру из, да, экономических каких-то понятий, да, там ни один бизнес не сможет там преодолеть какой-то рубеж, если он ставит, да, за цель просто оставаться на рынке, да, там если человек зарабатывает 15 тысяч рублей, то о его каком-то развитии говорить очень тяжело, да, потому что он вот на грани выживания, да, и вот мы как народ, какие мы имеем перспективы, если, ну, я полностью согласен, у нас цель выживать, да, если у нас до сих пор выживают национальные классы, выживают национальные школы, выживают, да, любые средства массовой информации, детские журналы, выживают наши смыслы, да. Ну, я вам скажу так, перейти на следующий уровень эффективности, да, если опять-таки применять экономическую терминологию, я тоже хотела сказать. Всегда сложно, если ты ставишь себе задачу просто быть и занять некую, присутствовать в нише, скажем вот так. Мне кажется, то, что у нас это уже отражается в головах. Да, вы знаете, мне тут, знаете, что кажется? Тут же важно выжить, можно выживать физически, а можно выживать интеллектуально. Вот я имел в виду вот как раз-таки вот, и мне кажется, что сейчас мы выживаем интеллектуально. Мы переживаем, пытаемся сейчас нащупать какие-то вот новые абрисы самих себя, пытаемся нащупать новые свои границы, учитывая уже современный опыт наш крымско-татарский. Почему? Потому что, ну, у меня есть ощущение, что мы очень сильно поменялись вот за последние десятилетия, 10-15 лет. И это я связываю с новым поколением, которое сейчас вступило в свои права. Выживание я использовала не в узком значении, а в более широком, когда мы находим себя в этом обществе, мы как-то показываем себя как народ, который достоин того, чтобы его уважали, его принимали, его ценили, и народ, который может здесь сказать свое слово, защитить себя, защитить своих детей. Мне кажется, что Багашланас, не кажется, что вот в этом есть объектность? Мы ждем от чего-то одобрения от кого-то. Предоставление места. Мне кажется, тут нам уже надо брать в руки дирижерскую палочку. Нет, но уже когда мы вернулись сюда, это, я говорю о втором поколении, когда мы месили грязь вон там в полях, да, но своих детей за руку водили в школу, давали им образование. Я знаю человека, который говорил, стоял на Куйбышевском рынке по колено в грязи, в дождь, в снег и говорил, землю буду грызть, но мой ребенок будет получать высшее образование. Я имела в виду вот эти вот вещи. Но это наша историческая участь, наверное, так складывается.
Здесь хочется вспомнить пример и теорию Бекира Чобанзаде, который так развивал эту мысль, что все народы движутся от своей весны по восходящей, потом они достигают какой-то кульминации, а потом идет закат. И чтобы народы снова вернулись к своей весне, у него должно появиться такое качество, которое бы превосходило другие народы. И это качество он видел в джигитизме, что ко всем вопросам надо подходить по-джигитски, а не по-мещански. Хорошие. У меня еще, знаете, какая мысль? Крымско-татарские, да и вообще смыслы, да, любой общности, уж тем более народа, они всегда привязаны к языку. Юниоджа, это вот точно вопрос к вам. Почему? Потому что именно язык несет какие-то смысловые формулы и образование. Да, именно язык транслирует эти смыслы. Учитывая нашу сегодняшнюю ситуацию, достаточно плачевную, печальную, и тут эпитеты можно подбирать все негативные. Меняются ли наши смыслы, исходя из того, что достаточно большая часть крымских татар не разговаривает на крымско-татарском, и крымско-татарский язык является далеко не частью ежедневной, бытовой, семейной или несемейной жизни? Да, к сожалению, наверное, вот этот вот маркер идентичности. Да, идентичности, он немножечко сейчас размыт. Если мы вернемся опять в годы ссылки, я возвращаюсь, наверное, Эльдар Бей, не знаю, Алиме моложе, нет, помнят, когда собирались в нашем доме люди, родственники, гости, деятели, которые участвовали в национальном движении, я никогда не слышала русскую речь там. Или другую речь, или узбекскую. Все говорили на крымско-татарском языке. Опять-таки вот это вот чувство сохраниться во что бы то ни стало, несмотря ни на что, сохранить этот Крым, кусочек его. А язык — это был один из основных показателей, что ты крымский татарин и что ты вместе с народом. Мы же здесь, может быть, сейчас не понравится то, что я скажу, вот здесь сидим разные поколения крымских татар и довольно занимаем какие-то должности в образовании у нас. Сидим 5 крымских татар и общаемся на русском языке. О крымско-татарских смыслах. Давайте я все усугублю. О крымско-татарских смыслах. Да, я хотела это сказать. О крымско-татарских смыслах. Вот это показатель нашего сейчас. Мухаммед Бей, вот вам как самому молодому, уж извините за иджизм, насколько я права в своей оценке ситуации, о том, что цифры показывают, что на крымско-татарском нас не смотрят. Все правильно, вы абсолютно правы. И тут есть несколько причин. Да. Первая причина — это толерантность, да, о чем мы говорили, то, что мы очень толерантный народ. И толерантный народ по отношению к нашим же соотечественникам, которые не понимают крымско-татарский язык, мы сразу адаптируемся для них. Да. Хотя, мне кажется, было бы прекрасно, если бы, например, я вас не понимал, и у меня была бы мотивация вас понять. Да, я бы как раз-таки учил, когда мы попадаем в другую страну с другим языком общения, первое, что мы делаем, это учимся разговаривать на этом языке, потому что у нас нет выхода. А здесь мы все понимаем, что... Выход есть. Да, например, и мне уже перейдет на крымско-татарский язык. Если я что-то не буду понимать, она войдет в мое положение и перейдет на удобный для меня язык. И второе, это очень и очень сложное для принятия, опять-таки отсутствие смыслов и огромное преимущество форм. Да, свадьбы в основном до сих пор проводятся на крымско-татарском языке, потому что это что-то такое сакральное. Да, нянечки со знанием крымско-татарского обязательны, но как только ребенок подрастает, и он уже слышит, на каком языке разговаривают его родители в доме, он понимает, что зачем мне этот язык, если они сами между собой разговаривают на русском. Да, очень много таких форм и отсутствие смыслов. То есть я пытаюсь найти ответ на этот вопрос, и ответ единственный — это сделать необходимостью, знать крымско-татарский, чтобы понимать своих соотечественников. Мне, насколько известно, до 2014 года АТР был очень сильным таким рычагом. Он сделал крымско-татарский модным. Да, стал тренд, разговаривать на крымско-татарском среди молодежи, и это активно развивалось.
потом что-то поменялось. Ну, давайте, это наше, конечно, желание. Крымско-татарский язык – это на уровне семьи. Крымско-татарский язык – это на уровне культуры. Можем мы вести дискуссию о юриспруденции на крымско-татарском языке? То есть, почему бы нет? как юрист получает образование юридическое на крымско-татарском языке? Сможем мы ли обеспечить работу, скажем, теплоэлектростанции, общаясь на крымско-татарском языке? Есть ли у нас литература? Изучали ли мы физику на крымско-татарском языке или химию? Или вот вуз, скажем, крымские вузы? Кто готовит учителей по физике, по химии на крымско-татарском языке, чтобы они дальше обучали учеников? Получается замкнутый круг, что мы об этом говорим, но общественной практики нет. Невозможно преподавать, обучать. И вот пока каких-то реальных предложений нет, как преодолеть вот этот барьер. Да, ученые будут, да, языковеды переводят учебники на крымско-татарский язык, но как по ним преподавать и может ли учитель по ним преподавать в школе, такой практики, а тем более, когда идет преподавание в высших классах, я не знаю. Я думаю, что этот процесс будет такой, знаете, мы одновременно и выживаем, и развиваемся. Вот как вся наша крымско-татарская жизнь устроена, то точно так же, наверное, будет и в этом смысле, да? Зависит еще от государственной политики. За последние 100 лет, ну-ка, покажите. У нас ничего не изменилось с последних 100 лет. Где бы крымско-татарский язык изучался вот как основной и от, скажем, младшей школы до ее окончания, до 10-11 класса, чтобы предметы велись на крымско-татарском языке. И это тоже значимо и весомо. Я, например, сторонница, просто хочу озвучить, я сторонница того, чтобы крымско-татарский язык как государственный обязательно изучался в школах всеми проживающими здесь, в Крыму. И еще хочу сказать один момент, чтобы услышали те, кто нас слушает, что вот судьба крымско-татарского языка не только в руках у преподавателей крымско-татарского языка. Каждый крымский татарин, чем бы он ни занимался, бизнес, я не знаю, медицина, в какой бы отрасли, он должен бы быть тем человеком, который распространяет. Тут очень важный момент, знаете, вот мы всегда больше за эмоциями идем, но мне кажется, вопросы возрождения, сохранения возрождения языка – это вопросы очень технологичные. То есть на самом деле в мировой практике очень много опыта, когда язык возрождался из ничего. Например, чешский язык, например, иврит. То есть это все не нами уже изобретено. В принципе, можем брать какие-то практики, реализовывать их. Но здесь, мне кажется, очень... То есть есть технологические моменты, да, возрождения языка. Первое, второе, третье, этапы, функции, форматы, субъекты, институции и так далее. Но здесь еще очень важно, язык должен возродиться в нашей голове. То есть, мне кажется, одно из таких вот очень важных моментов, успех должен говорить на крымско-татарском языке. Вот когда успех говорит на крымско-татарском языке, когда модно быть не просто некто успешен, а этот успешный говорит на крымско-татарском языке, мен керчек айтам, шерге чыкканда мен кылып айтам тек татарча. Тек татарча. Он үшін мына демек пек керекший. Наш язык возрождается в наших головах, в нашей ценностной системе. Да, мы можем, может, где-то неправильно говорить, но мы должны очень четко понимать, что мы несем ответственность за сохранение языка. Вот вопрос даже еще не в технологическом его возрождении, а вопрос в том, вот в этих смыслах, то есть язык как смысл. Вот. И это, мне кажется, очень важно, когда мы начнем осознавать язык как смысл, тогда мы будем к очень многим вещам, и тогда мы будем искать эти технологии возрождения, это правила возрождения, эти институции. Ведь этого огромного количества, на самом деле, в мировой практике это очень много. И представительства интересов технологий очень много, и сохранение возрождения языка, и национального образования, и вплоть до нарезки избирательных округов, это тоже технологии. Вот, и они на самом деле, они есть. Алина Михайловна, вот вы затронули, как всегда, рациональную часть нашего разговора. Я надеюсь на романтизм вообще. Да?
Не будет сегодня романтизма, у нас крымско-татарские смыслы. Смотрите, я вам задам вот такой вопрос. Мне кажется, мы с каждым днем и годом становимся все прагматичнее, рациональнее, ну как-то вот без сентиментальности смотрим на какие-то свои крымско-татарские истории, поэтому у меня возникает такой вопрос к вам. Вот эта вот формула «миллет и чун», да, она у нас еще работает или нет? Вот насколько, скажем так, нас объединяют чувства, или мы уже объединяемся в контексте целей и идей? Мы объединяемся, мне кажется, в контексте больше прагматического наполнения. Да, то есть мы прагматичны. Не, миллет и чун. Для нашего поколения, наверное, для нашего с вами поколения еще как-то это работает. Вот. А для молодежи... Нет, мне кажется, нет, потому что у меня очень много студентов, да, я тоже могу сказать, когда говорю: Баллар, ну вы же будущая элита, вы должны читать, вы должны интеллектуально прокачивать свои качества, да, это все наше все, на вас лежит ответственность. Она меня смотрит такой тоской. Вот, Эльмира Исмаиловна опять вот романтику гонит. Да, романтику гонит тут. Вот. Не знаю, мне кажется, мы стали прагматичнее. Поэтому знание языка надо перевести в плоскость, наоборот, прагмы. Знаешь язык, ты молодец. Вот. И это следуют какие-то там социальные бонусы. Раз уж мы заговорили о том, что мы немножко изменились, да, и стали такими рациональными и прагматичными, Эльдарбей, вот какие бы параметры вы выделили в нас вчерашних, сегодняшних и завтрашних? Вчера, сегодня, завтра я обозначил бы слово «миллет» – «нация». То есть это основное. Сегодня имеется масса формулировок, что такое нация. Ну, в советское время мы видели одну формулировку. Сейчас, что не автор, по-своему это формулирует. Проживали мы в Крыму, значит, имели ли мы свою государственность. Как бы наша судьба ни складывалась, все равно в сознании, в голове каждого крымского татарина, что он представляет собой нацию. Это с того момента, как мы сформировались. Возьмем период, скажем, додепортационный. Мы были нацией. Возьмем период Исмаила Гаспринского. Значит, крымские татары в каком положении не оказывались, они себя воспринимали как нацию. Когда нас лишили исторической и этнической территории Крыма, мы оказались в Азии, там на Урале. Даже вот без этой составляющей, без земли, мы себя ощущали нацией. Наша идея какова? Я, например, все в одно слово вкладываю – это самосохранение. Самосохранение – это не значит всего бояться, где-то находиться в стороне. Это, наоборот, бороться за каждое свое состояние, за каждое положение, вести борьбу и достигать, то есть обеспечить себе жизненное пространство. Поэтому вот кем мы были вчера, кем мы сегодня, кем мы будем завтра, мы будем нацией. И в зависимости от наших шагов, от нашей борьбы будет зависеть наше положение. И вот это наша, скажем, самоидентификация, это национальное самосознание мы не должны ни при каких условиях не растерять, и это нам будет все время помогать мобилизовываться и двигаться вперед к достижению наших целей. Хамидбей, сегодня мы все еще нация или мы просто общество? Очень тяжелый вопрос, я не осмелюсь на него отвечать. А что мешает? У меня недостаточно, наверное, данных, чтобы осмелиться как-то похоронить или, наоборот, возвысить наше положение. Но есть определенные тенденции, да, вот рационализм, прагматичность, которая все выигрывает и выигрывает, она требует ответа на вопросы, да, то есть рационализм, он всегда требует ответа на вопросы, да, например, мне нужно сюда прийти, зачем мне сюда прийти, что я тут буду делать, с кем я тут буду, это все очень много вопросов, на которые надо отвечать. Романтизм как раз-таки он не требует ответа на вопрос, да, как хорошо, если я сюда приду. Мы за ощущениями тогда вы приходили, да? А рационализм, он как раз-таки требует ответа на вопрос, да, и вот, например, зачем крымско-татарский язык,
Зачем мне он нужен, да, если я могу выучить китайский, и мне откроются 2 миллиарда человек, а мне крымско-татарский, чтобы разговаривать с бабушками, дедушками, да, там 10 человек у меня откроется с этим языком. Это рациональный вопрос. Да, зачем мне крымско-татарские традиции, да, если я и без них отлично смогу жить? Зачем мне культура, зачем мне колпак, да, если мне в кепке комфортнее? Это все рациональные вопросы, на которые нужно отвечать. И вот мне кажется, что у нас из романтизма осталась привязка к Крыму, да, как вот к месту. Да, то есть вот на этот вопрос я для себя не могу ответить. Да. Я очень много где был, но всегда меня тянуло сюда, в Крым. И вот этот романтизм, который никто не понимает. Необъяснимый. Необъяснимый романтизм. Да, то есть очень много людей, когда я возвращался в Крым, мне говорили, зачем, да, ну, это же 2 шага назад ты делаешь, куда ты идешь? Ну, вот я сам для себя сказал, нет, хочу, и все. Во всем остальном рационализм побеждает, и если мы не сможем дать ответы на вот такие вопросы, зачем нам это все нужно, то мы станем обществом в очень Формула «Милет и Чун» все-таки не будет работать в вопросах, которые ставят ваше поколение. Опять-таки, «Милет и Чун» сейчас поддерживается, мне кажется, больше искусственно. Да, вот, например, сейчас конец года, активно поднимается вопрос о подписке на крымско-татарские СМИ, газеты, журнал «Арманчах» и так далее. Да, мы подписались, да, с женой, хотя у нас нет детей, это детский журнал, но мы подписались «Милет и Чун». Да, эти там 1000 рублей в год большой разницы нам не сыграет, но мы «Милет и Чун» это сделали. Вот тут мы готовы делать, да, что-то «Милет и Чун», когда что-то незначительное и легкое. Все-таки готовы? Но, опять-таки, мы сохраняем форму, да, но без смысла, да, то есть этот журнал «Арманчак» для нас будет не такой полезный, да, как в реальных семьях, где есть маленькие дети. Пока не будет, да. Поэтому... У меня, знаете, еще такой вопрос. Я не просто так задала такой философский тон нашей беседы. Почему? Потому что, именно вот в таких дискуссиях и рождается какой-то смысл. Хотя они должны быть многочасовыми, и еще много-много аспектов нужно затронуть. Но в любом случае вот эти дискуссии начинают будоражить, скажем так, умы наших интеллектуалов. И, возможно, где-то родится некая, скажем так, смысловая конструкция, которая позволит нам вот двигаться дальше. Меня, знаете, что интересует? Ведь когда меняется поколение, когда меняется народ и, собственно говоря, обстоятельства вокруг него, меняются и нормы, и правила. И вот раз уж вы у нас отвечаете за рационализм и за прагматизм, да, вопрос такой... Есть у нас какие-то общепринятые правила и нормы, изменили и нас, и требования к себе, и требования к внешнему миру, и друг к другу, скажем так? Мне кажется, что очень разнородное общество у нас, очень много разных окружений, и все это порождает то, что нельзя говорить о том, что у нас есть какие-то общепринятые нормативы, да, которые можно отнести хотя бы, не знаю, там, к большинству народа, да, вот так вот, что вот, да, вот крымские татары вот это не делают, да, или наоборот, вот это они делают. Да, у нас сохраняются формы, да, например, я могу с уверенностью сказать, что там 90 с чем-то процентов крымских татар не едят свинину. Да, но при этом, да, когда они выпивают, они просят у официанта, да, чтобы только не свинину. Это форма, это не смысл, да, тут нет смысла, но это форма. Но вот крымские татары эту форму соблюдают, да. Крымские татары ходят 2 раза в год в мечеть, большинство, да, при том, что они могут там в повседневной жизни смело заявлять, что они даже агностики. Да, это общепринятый норматив, ходить в мечеть 2 раза в год, да, но это форма, да. Я не знаю, проводить свадебные мероприятия и любые другие торжества в банкетных залах на крымско-татарском – это общепринятый норматив, но это форма. Я не могу заявить о том, что у нас есть какой-то вот смысловой, наполненный какими-то ценностями общепринятый норматив. Мы соблюдаем только ритуал. Да, мы соблюдаем ритуал, и это, наверное, исходит из полуправил крымско-татарских, да, о котором тоже здесь же говорили до этого. Вот у нас очень много таких полуправил, которые лишают смысла, наполняют их всех формой. Поэтому вот мне кажется, что ближайшие такие цели для нас – это вот определиться со смыслами,
Наполнить ритуал смыслами, да? Да, конечно. Вы знаете, вот любые смыслы, любые какие-то, ну, даже не правила, скажем так, да, а вот тенденции, которые определяют жизнь общества, они всегда рождаются в интеллектуальной среде. Вопросы об интеллектуальной элите у нас как-то вот, ну, звучат робко, негромко, при всем при том, что у нас есть масса профессионалов, да, в интеллектуальной сфере, да, ученые, исследователи, поэты, писатели и так далее. Вот как-то у нас эта история не институционализируется, Алиме Ханум. Вот что у нас с интеллектуальной элитой? Вот после того, как мы ее потеряли в 30-х годах, да, и есть ли... У нас есть профессионалы, я сейчас не хочу обесценивать чей бы то ни было труд интеллектуальный, да, но вот есть ли это институционализированная форма вот этого понятия? Если Мухаммед Бей в нашей компании рационалист, то я, наверное, просто безнадежный романтик в этом плане. Ну, действительно так. Я где-то совсем не руководствуюсь рациональными вещами. И в этом контексте, говоря об интеллектуальной элите, я с вами согласна, потому что у нас вообще не стоит вопрос о качествах элиты в целом. Мы не формулируем в нашей повестке дня, а кто эти люди. Мы не формулируем, какими качествами они должны обладать. Да? Вот это очень важно. То есть мы не рефлексируем по поводу нашей элиты, значит, мы ее не формулируем, не формируем рационально. Мы ее формируем вот на основе какого-то бессознательного романтизма. И здесь очень важно, что я тоже не хочу никого, уважаемые коллеги, обидеть. Я действительно очень трепетно отношусь к нашей интеллектуальной, научной элите. Но, наверное, нам не хватает вот такого, знаете, вот уровня элиты 20-30-х годов. Вот смыслов этой элиты. То есть мне не хватает, наверное, больше, как говорил Гумилев, пассионарности этой элиты, умение элиты зажигать. Именно элита продуцирует смыслы. Ведь основная функция элиты, какой бы эта элита ни была, создание смыслов, создание повестки дня, создание, аккумулирование вот и продвижение этих идей. Вот у нас, к сожалению, элита, на мой взгляд, эти функции не выполняет. Хотя, если мы будем сравнивать с динамикой формальных признаков элитности, то наш народ, безусловно, с формальной точки зрения качество элитности значительно повысил. То есть мы можем говорить о количестве ученых, о количестве разных формально признанных артистов. Мы можем говорить о разных... Кстати, вот хочу сказать, что очень много сейчас интересного интеллектуального продукта. То есть мы находимся, скорее всего, мне кажется, на стадии вот этого накопления этой интеллектуальности. И я бы не хотела говорить о том, что мы не находимся в стадии стагнации. Нет, мы находимся в стадии накопления социального капитала, социального багажа. И надеюсь, что условия созреют таким образом, что вот эти вот зерна, которые уже посажены, которые уже в земле пошли ростки, да, они, говорят, нас похоронили, но не знали, что мы зерна. Вот. Что действительно вот эти вот зерна уже начали в земле это прорастание. И из выживания мы переходим в стадию роста. Вот мне очень, я же говорю, я безнадежный романтик в этом плане. И мне хотелось бы именно видеть именно это. То есть наша элита есть. Возможно, что очень скоро она начнет формировать какие-то смыслы, вот, или эти смыслы выйдут из латентного, из скрытого состояния в более публично открытые. И плюс ко всему мне хотелось сказать, что каждый представитель элиты интеллектуальной, научной, культурной, информационной элиты, что очень важно, да, сейчас должен осознавать вот всю свою ответственность перед народом, которая в нем, наверное, так сложилась обстоятельствами, он сейчас имеет. Именно на элите лежит вот эта ответственность продуцирования смыслов. И тогда бы, если бы элита бы работала, она начнет работать, она будет создавать эти смыслы, и тогда наш вопрос в таком формате не стоял бы. Тогда бы мы уже рассуждали о масштабности наших смыслов, а не о наличии. Да, а не о наличии. То есть вот Эльдар Бей говорил, да, что вот это вот восхождение. Мне почему-то образ не стагнации какой-то, да, вот именно восхождение на гору. Трудно, да, но закинул, закрепился на этом уровне. Потом уже только можно не там думать, а как же на эту вершину добраться и стоять на пороге и курить нервно. Как бы нам на эту вершину добраться? Вот, а закрепляться, то есть сделал шаг, закрепился вот на этом уровне. Ну, ты закрепился.
жестко, ты закрепился мертво на этом уровне. И только потом ты начнешь, а как дальше, куда дальше идти? Вот поэтому мы каждый раз с вами застареваем. Вот мы сейчас вот на уровне какого-то, мне хочется в это верить, закрепления, создания. Я же говорю, вот мы уже семена эти посеяли. Фундамент, да. Вот фундамент уже есть. Но надеюсь, как говорил Выдрин, что дом строят бригады строителей, а не только сантехники. Элиты Алимия Исмаиловна достаточно полно, наверное, мои мысли тоже озвучила. Я бы хотела немножечко добавить к тому, что говорил Мухаммед Бей о наших каких-то внешних формах. Внешние формы – это вот не есть сменину, ходить там 2 раза. Но я бы хотела сказать о других каких-то внешних атрибутах, которые нас, как крымских татар, идентифицирует. Да. Если вообще вот задавали вопрос «жизнь по-крымско-татарски», да, существует жизнь по-крымско-татарски, я бы сказала, понятие «жизнь», а вообще слово «жизнь» по-крымско-татарски имеет несколько форм. Умур, аят, хаят, яшаиш, то есть достаточно богатый наш язык, чтобы это понятие номинировать. Хочу сказать, есть действительно внешние атрибуты и есть какие-то внутренние смыслы. Вот если внешние атрибуты Мухаммед Бей, это не только связанные с теми атрибутами, что вы назвали. Например, если это крымско-татарская жизнь, да, я бы сказала, хавеичмек адетамас. Где бы вы ни были, вам предложат обязательно чашечку кофе, да? Хартларымыздың эллерін алмақ, хартларымыздың эллерін өпмек. Возьмем старики, пожилые родители непременно живут или рядом со своими детьми, или вместе со своими детьми. Предприимчивость – это одна из наших тоже вот таких вот показателей, да, внешних атрибутов. Желание построить дом для себя или для своей семьи. Ну, это вот те внешние атрибуты. А задает молодежь вопрос, а какие внутренние смыслы? А внутренний смысл, мне кажется, вот тот, который вы назвали. Где бы вы ни были, вы хотите вернуться в Крым. И это сейчас, может быть, нельзя как-то вот сказать, вот это вот такой смысл или другой смысл. Еще забыла. Один из внешних этих – сохранение своей семьи большой и своего рода. Вы знаете, как говорят, когда крымские татары той yapханда? Анаву анифет тизем торунларны тойга айтмасах жанлары агыртыр. Ну, это так шутку. То есть стремление сохранить свой род, свою семью. Ну, где-то эти, наверное, внешние атрибуты, они переходят и во внутренние смыслы тоже. Ну вот когда мы говорим, что стремимся возвратиться на родину, это что побуждает? Это только самосохранение. Остался на чужбине, значит, сможешь ты удовлетворять свои культурные потребности. Кто твои дети будут, потому что на их воспитание не только семья влияет, и общество. Среди, скажем, крымстарской диаспоры Америки дети, достигнув там 18-летнего возраста, поступив в вуз, они уходят от своих родителей. Все, то есть уже не семья влияет, а общество влияет. И чтобы ты, крымский татарин, видел своего ребенка или внука крымским татарином, конечно, ты будешь стремиться вернуться туда, на ту землю, где проживает ядро этническое, то есть там, где нация, там, где ты можешь сформировать и воспитать такого ребенка. Это и побуждает вот к самосохранению, то есть все наши движения к этому сводятся. Не поймите неправильно, то, что да, вот я задал такие вопросы, там, с точки зрения национализма, это не означает то, что это все мои мысли, я транслирую как раз-таки Конечно, вы говорите то, что вокруг вас происходит. Да, от того, что я слышал. Мы обращаемся к вам, вот еще один момент, то, что молодежи. касается крымстарских смыслов, что народ наш не живет в изоляции. То есть мировые тенденции, они влияют. И как писал Гаспринский, нельзя жить той жизнью, которая была во времена Чобангирея. Вот.
Но, допустим, взять наших всех реформаторов общепризнанных, Исмаил Гаспринский же не только, сидя в Бахчисарае, получал свое образование, как он сформировался. То есть он ездил и в Турцию, он во Францию ездил, там накапливались знания, а потом уже применялись им уже в своей работе в крымско-татарском обществе. Возьмите Нумана Челебиджихана, Джафера Сейдамета, это тоже Турция, это Питер, это Франция. Вся элита 30-х и годов, положение, например, крымско-татарской женщины, вот смысл ее, скажем, возьмем в дореволюционный период. Это было одно. А в 17 году газета «Голос татар» писала, что крымско-татарская женщина, вот когда это Халил Чапчакчи писал, когда я смотрю на эту 60-летнюю старушку, когда она на закате своей жизни получила возможность заняться общественной деятельностью, каким светом ярким блестели или сверкали ее глаза. И поэтому, если мы будем цепляться, скажем, то, что у нас было несколько веков назад, ну, тогда давайте посмотрим положение, скажем, крымско-татарской женщины в Саудовской Аравии, в Афганистане сегодня. Да? То есть общество движется вперед, и поэтому... Как бы мы ни цеплялись за наше прошлое, как бы мы что-то не идеализировали, все равно мы вынуждены следовать вот этим мировым тенденциям, конечно, многое адаптируя под себя, под свою культуру, под свою ментальность и так далее. Мне кажется, не просто вынуждены. Мне кажется, у нас иногда это с легкостью получается. Мы действительно вот как-то мы умеем смотреть по сторонам и активно крутить головой. Мухаммедбей, хочу немножко вернуть вас. Мы тут затронули вопросы интеллектуальной элиты, элиты вообще. Вот как вам кажется, такой взгляд со стороны попробуем провести, да, вот долгое время вас не было в Крыму, и вот теперь вы активно погружаетесь, да, в эту атмосферу. Как вам кажется, вот эта вот интеллектуальная элита, вот эти процессы, которые автономно происходят, мне кажется, вот в среде профессионалов, она синхронизируется как-то, пересекается как-то в целом с обществом? Или общество крымско-татарское и наше элитарное сообщество, они живут вот атомизированно, отдельно друг от друга? Просто важно понимать, что мы вкладываем в слово «элита». Да, для многих элита — это какой-то либо статус в обществе, да, там, ученый, доктор наук, я не знаю, там, журналист, основатель какой-то редакции и так далее. А для молодежи, опять-таки, да, то есть мы очень разные поколения. И этот разрыв, он увеличивается за счет скорости развития всех тенденций в мире, да, за которыми мы успеваем еще гнаться, да, а вот поколение старше уже не так быстро адаптируется к этому всему. Например, у молодежи и элита — это далеко не тот человек, да, который там сделал какой-то огромный вклад в развитие крымско-татарского, я не знаю, там, языка, да, там вот человек, который написал книгу по информатике на крымско-татарском, он однозначно заслуживает огромнейшего уважения, но при этом и я уверен, что единицы только знают его фамилию, да, кто это сделал. Широко известен в узких кругах. Да, а зато элитой, да, например, сейчас является, я не знаю, там, Сиджлил Халил, да, ведущий мероприятий. И это не в упрек ему или же молодежи, да, потому что молодежь в нем видит, да, там, наше поколение в нем видит какие-то примеры, да, какие-то ролевые модели, которые они бы тоже хотели перенять себе, да, и, например, да, если брать там элиту мировую, да, например, Илон Маск, он создал такую корпорацию, да, которая покоряет сейчас все технологии, и мир о нем знает, потому что он сделал что-то полезное и дал ценность какую-то этому миру. Да, он отвечает на какие-то вопросы мира. Да, например, электрокары нужны, пожалуйста, Илон Маск их создает. Мы решаем несколько проблем важных в мире, и поэтому он заслуживает успеха. Да? Но зато мы не знаем, там, например, фамилию основателя Citroёn, хотя он точно так же основатель компании, которая производит в разы больше автомобилей, чем Tesla. Например, писатели, да, крымско-татарские. Мы знаем все Роулинг, потому что она написала про Гарри Поттера целую серию книг, да, но мы при этом не знаем там каких-то менее известных там ученых, которые писали какие-то книги про ботанику, потому что Роулинг завоевала успех
да, но ботаника, я уверен, намного важнее для общества, да, чем вселенная Поттера. И спорт, например, да, мы знаем известных спортсменов. Эти аналогии можно продолжать. Да, поэтому элита, в моем понимании, я уверен, в понимании большинства молодых людей, это человек, который достиг какого-то успеха и отвечает на конкретно твои запросы. Да, я не хочу преуменьшать, да, заслуги наших преподавателей, потому что у нас в основном элита выстраивается из преподавателей крымско-татарского языка, истории, знатоков культуры и так далее. Но, опять-таки, из-за отсутствия смыслов люди не видят необходимости обращаться к ним. Да, я уверен, что любой крымско-татарский блогер с 10 тысяч подписчиками намного более узнаваемый, чем все мы вместе взятые. И в глазах народа он... В общем, в конкуренции с Джулианом Халиловым мы точно проиграем, да? В популярности, в социальных сетях. Ну, возможно, я работаю в более такой специфической среде. Я общаюсь с особой молодежью, которая изучает крымско-татарский язык и литературу. Да, я во многом согласна с тем, что говорит Мухаммедбек, но... Не совсем я бы согласилась со всеми его ассоциациями, да, потому что ребята в восторге слушают Наримана Абдульвапова, наших преподавателей, других наших преподавателей языка, литературы, истории, и задают вопросы. И недавно один молодой человек сказал, что я, говорит, понял, что наш язык намного лучше звучит, потому что перевод Бахчисарайского фонтана Пушкина «Гирей сидел потупя взор», он прочитал в переводе Шрифа Шамизаде «Ях чухрахлы», и он в восторге просто от этого. То есть... Вот мне кажется, если бы наше общество было наполнено смыслами, то такие люди, как Нариман Оджа Абдульвапов, о нем бы знали куда больше людей, чем студенты КИПУ. Ну, мы уже как-то в беседе с нашими, я считаю, интереснейшими историками, я им задавала вопрос, когда вы выйдете из своего профессионального круга в такой в массовый круг, да, вот тогда, наверное, и поменяется это отношение. Я когда говорила про, скажем так, связи и пересечения вот этих вот вселенных в нашем обществе, да, там с интеллектуальной элитой и вообще в целом обществе, я в том числе имела в виду вопрос об насколько вот, Алимеханум, наше общество атомизировано, да, и здесь, ну, нам, как профессионалам в политологии, сразу рождается вопрос о доверии, да, то есть насколько мы доверяем друг другу и... Мне кажется, что доверие у нас, оно часто такое, знаете, в инструментальном таком образе выступает, да, оно как доверие нам необходимо для преодоления рисков, доверие нам необходимо для того, чтобы бороться с какими-то обстоятельствами, но доверие само по себе, как, ну, какая-то операциональная история, она в нас не присутствует, и поэтому очень часто у нас какие-то вот вселенные интеллектуальные, просто социальные какие-то тенденции не пересекаются. Что скажете? Не пересекаются, да. Вопросы доверия мы с вами исследовали получили результаты нашего исследования о доверии. Действительно, мы не доверяем. Мы доверяем только очень узкому кругу, это очень близкие люди, это семейное доверие, это те люди, которые составляют не просто которым ты доверяешь, а которые обеспечивают твою безопасность. И ты ожидаешь от них обеспечения условий безопасности. А соответственно и развитие, соответственно и доверие, соответственно и честь и так далее. Да, мы не доверяем друг другу, да, мы не ценим друг друга, да, скорее всего, даже, я просто сейчас не очень хочу озвучивать, да, очень многие говорят, что я бы не хотела жить чисто крымско-татарской среде. Вот что-то у нас тут все-таки вот с этим вот... Не работает. Не работает, однако. Не работает, однако. С чем связано, не знаю. Мне кажется, это все-таки, опять-таки, возвращаюсь к такому романтическому, да, мне кажется, это зависит от выбора лично каждого человека. То есть человек, который... Ну, тут... Я, скорее всего, ошибаюсь. Я действительно, скорее всего, ошибаюсь. Но мне кажется, это вот личный опыт, личная оценка, личная готовность. То есть, если ты готов защищать рядом человека, значит, ты, наверное, ожидаешь от него того же. Но если ты сам лично не готов его защищать,
значит, ты не ожидаешь от других этого. Если ты лично человек порядочный, то есть красота в глазах смотрящего, равно как и доброта в глазах смотрящего, и порядочность в глазах смотрящего, и верность в глазах смотрящего. То есть если ты сам по себе... Крымско-татарскость. Крымско-татарскость, да. То есть это тот калейдоскоп качеств, калейдоскоп ценностей, калейдоскоп смыслов, да, который мы сами себя конструируем. Мы сами его видим. И видим его так, как видим его мы. На основе нашего личного опыта, моральных качеств, интеллектуальных качеств и прочего. Действительно, вот есть такая очень старая такая юмореска у Филипенко. Выходит двое, и один сидит, идет вот такой вдохновленный, какой цветочек, какое что-то там. Он восхищается всем, что его окружает. А второй идет, он такой, все плохо, все не так, все не то, и так далее. То есть это наши личные повестки, которые собираются в общие социальные повестки. Вот. И это опять, так как мы, да, оптимисты и пессимисты, если мы не можем на уровне системы что-то делать, то что мешает нам делать с этим же на уровне своего личного я, личного восприятия, личного опыта? У всех он не радужный, наверное. Вот. По-разному. По-разному, да, по-разному бывает в этой жизни. Вот. Поэтому мне кажется, если ты не можешь бороться с ветряными мельницами, так начни бороться с тем, что у тебя внутри. Формируй эту свою крымско-татарскость, формируй свою личную порядочность, формируй свое умение помогать, помогать вообще, к любому помогать, любому быть опорой, воспитывать своих детей, не воспитывай чужих, воспитывай своих. Хочешь что-то изменить, начни с себя. То есть это какие-то такие моменты, в тех условиях, в которых ты не можешь влиять на ход звезд, начни со себя, с звезды. Вот, и определись... Почисти свою звезду. Да, определись, с какой звезды ты звезда упала. Вот, и относительно этого уже, собственно, работай. Вы знаете, когда вот начинаешь разговор о смыслах, всегда говорят, что главные смыслы общества, они закованы, зафиксированы в книгах этого общества, да, в книгах этого народа, нации и так далее. Так вот, вопрос ко всем. В какой книге или книгах вот прочитав которую, можно понять наши крымско-татарские смыслы. В какой книге они есть? Да, вот человек взял эту книгу, прочел и понял, что вот они, крымские татары, вот такие. Сложный вопрос. Ну, это ж может быть не одна книга. Просто смыслы меняются. Да. Количество написанных книг за последние 10-15 лет намного меньше, чем за весь 20 век, да, там, или там начало 20 века. Поэтому я не могу найти такую книгу, которая бы отвечала на все вопросы касательно современных смыслов. Да, вот. Сагумус, Дарбе, есть? Я бы больше бы ссылался бы на капитальные исторические труды, где описывается наша история. Ну, а там уже ты можешь обнаружить, сравнивая с современностью, уже вот те или иные крымско-татарские смыслы. Ну, есть вариант? Да, я бы более внимательно рекомендовала прочитать наши труды довоенные. Это Сабри Айвазова, Абликима Ильми. Классика. Да, классика. Ну, уже когда мы вернулись в Крым, появились книги Шемизаде, Айдына Шема, там «Голубые мустанги» и, пожалуй, сейчас все, что в голову приходит. Да, Алимиханом, у вас есть? Я бы, честно говоря, на этапы делила бы. Это, конечно, Эрвина Умерова «Черные поезда», Сабырлы и так далее. Но мне кажется, очень важным является целый блок хорошей, качественной исторической литературы сейчас на нашем этапе. У нас мы исторически беспамятные, мы очень мало знаем об истории. Поэтому, мне кажется, сейчас самое главное – оснастить нас сводом информации о истории, своей же истории. Ты идешь по улицам Симферополя или Бахчисарая, ты понимаешь, что стоит за этими фасадами. Поэтому я бы настоятельно вот и детям своим не заставляю, еще, наверное, не созрели, свод памятников. Историю культуры. Вот это то, что нас оснащает знаниями. Вот это вот как раз свод памятников. Да. Если говорить исторически, мне кажется, во все времена будет актуальна книга Базым Никита, да, рассказ. Вот думаю, что есть над чем задуматься и есть что вынести
из этого маленького Из текста. рассказа. Да. Да, если вспоминаю сейчас... Не, ну перечислять можно долго, да. Мне что-то. кажется, что для вот понимания нас таких, которые мы есть в сегодняшнем дне, сейчас в том виде, в котором есть, мне кажется, это был бы двухтомник Светланы Червоной и целой группы авторов «Национальное движение крымских татар». Мне кажется, оно во многом раскроет и культурные смыслы, и социально-политические смыслы, и исторические в том числе. Ну и я хочу перейти к блицам. Рамиль Ханом, вот в этом сегодняшнем блице это будет мое алаверды. В одном из наших выпусков вы задавали мне вопросы, а теперь этот вопрос, который вы задали мне, я задам вам. Единство или плюрализм? Ой, говорит, что такое шизофрения? Это плюрализм мнений в одной голове. Сагулмус. Чохсагулмус. Эльдарбей, что нас должно объединять, чувства или идеи? Идея. Чохсагулмус. Миоджа, смыслы в языке или в идеях? Смыслы. Надо выбрать одно. Наверное, в идеях, которые включают и языковые смыслы тоже. Чохсагулмус. Мухаммедбей, нормы или правила? Правило. Чохсагулмус. Это был проект «Меркес». Горушкенджи.